Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. Озвучим актуальный курс валют на сегодня. Доллар США сегодня остановился на отметке 71,20 за единицу. Стоимость евро 81 рубль 66 копеек. Покупают сегодня доллар по лучшей цене в Солидбанке за 71,36. Продает Солидбанк и Алмаз-Регенбанк за 71,85. Лучший курс покупки европейской валюты в Азиатско-Тихоокеанском банке и Совкомбанке за 81,63. Продает Алмаз-Регенбанк за 82 рубля 10 копеек. Средний размер банковских накоплений якутян по состоянию на 1 октября этого года увеличился на 6 тысяч рублей до 134 тысяч. При этом объем банковских вкладов вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 132 миллиардов рублей. Как отметил управляющий отделением регионального Нацбанка Антон Коноплев, депозиты граждан, счета частных лиц и малых предприятий застрахованы государством. И даже если банк лишится лицензии или обанкротится, вкладчик гарантированно получит обратно до 1,5 миллиона рублей. В основном якутяне хранят деньги в российских рублях, это 94% открытых вкладов. На них сосредоточено 124 миллиарда рублей. На вкладах, открытых в иностранной валюте, размещено 7,5 миллиардов рублей. Единую государственную информационную систему социального обеспечения создадут в России. Она будет автоматически рассчитывать размер выплат. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он напомнил о задаче повысить качество социальной поддержки граждан, сделать ее более адресной. Система предоставления федеральных и региональных льгот достаточно обширная. Разобраться в ней бывает непросто, отметил премьер. По его словам, многие люди, особенно если они проживают в сельской местности или на удаленных территориях, не знают о том, какую поддержку от государства они могут получить. Именно для этого создана система. После принятия изменений в законодательство она сможет более точно определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Система станет пополняться сведениями ФНС, МВД и Росреестра. Первые в республике центры занятости, модернизированные по нацпроекту «Демография», инициированному президентом Российской Федерации, откроют до конца этого года в Нерюнгринском и Чурапчинском районах. В этом году на эту цель предусмотрели 20 миллионов рублей. Из них почти 19 миллионов 800 тысяч рублей выделили из федерального бюджета, остальное – из регионального. Помимо ремонта зданий, в центрах установят новую мебель, сменят компьютерную технику, оборудуют терминалом электронной очереди и предусмотрят оснащение для маломобильных групп населения. Всего в регионе работают одно управление занятости населения в Якутске и 34 представительства и филиала Республиканского центра занятости населения. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмму обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, которые позволят ускорить расселение непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, получить новую квартиру или деньги на ее покупку смогут не только граждане, которым было предоставлено временное помещение для проживания, но и члены их семей. Раньше, в случае смерти человека, его родственники не имели права на получение жилья от государства. Кроме того, полностью снимаются ограничения по сроку обращения граждан для получения нового жилья. По прежним правилам они должны были сделать это до августа 2020 года. Археологи завершают раскопки на центральной улице Якутска. Ремонтные работы на участке от улицы Кулаковского до улицы Петровского могут возобновить на следующей неделе. Как сообщил начальник департамента по охране объектов культурного наследия Николай Макаров, с помощью археологов обнаружено коллективное захоронение. По словам руководителя раскопок Елены Соловьевой, находки относятся к началу XVIII века, возможно, и к более раннему периоду. Точные даты специалисты назовут позже. Помимо этого обнаружены и другие уникальные артефакты. Они тоже подлежат детальному изучению. Этапность работы у нас предусматривается контрактом. Это значит на 21, 22 и 23 годы на два, соответственно, этапа, вводных этапа считается. Это первый этап, это у нас вот 21-22 год, протяженностью порядка 1,8 километров. Это вот от улицы Кулаковского до здания Лорпа. Ну, у нас план такой, чтобы все-таки к столетию СССР
В следующем году мы центр все-таки нашего города успели преобразить в новый вид. Ну, постараемся, конечно, в полной мере, но сегодня в связи все-таки с тем, что вот происходят у нас некоторые отклонения от намеченных планов в связи с выявлением разного характера тоже дополнительными работами, но тем не менее будем стараться подходить к этим срокам. Репортаж нашего корреспондента Дмитрия Тымырова о раскопках на центральной улице Якутска, где были обнаружены уникальные артефакты, смотрите сегодня на нашем канале. Первоначальный взнос для приобретения автобусного парка в республике предоставит Министерство транспорта региона. На каждый автобус выделят 1 миллион 200 тысяч рублей. Всего к столетию образования Якутской ССР планируется приобрести 100 новых автобусов. Все они будут работать на газовом топливе метане. Гродненская область и Якутия поделятся опытом в сфере деревообрабатывающей промышленности, экспорта и импорта молочной продукции, оздоровительного туризма, IT-сферы и молодежных студотрядов. Кстати, это движение в Гродненской области стало возрождаться так же активно, как и в Якутии. В ходе деловой беседы постпреда Андрея Федотова и председателя Гродненского облисполкома Владимира Каранника под особый фокус попала и тема лесовосстановления. На сегодняшний день Республика Беларусь – это единственная страна, которая за время независимости смогла увеличить площадь своих лесов. Между Гродненской областью и Якутией еще в 2013 году был подписан договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Ну а сегодня настал момент перехода на качественно новый уровень, отметили спикеры. На бездействие городских властей жалуются жители Мирнинской двухэтажки на Аюнского. По их словам, дом, в котором они живут, аварийный. Чиновники обещали переселить людей в другие квартиры в этом году, но этого не произошло. В ситуации разбиралась Иванна Филиппова. Управляющая компания заделала стенку, которая у нас разваливается в комнату. В стенах сквозные дыры, а полы прогнили. Не мудрено, что в этом общежитии на Аюнского тепло не задерживается, так что время одеваться как капуста тут не наступает. Круглый год жители деревянной двухэтажки ходят в куртке. В туалет тоже. Он в доме один на несколько комнат. Замеряли полы. Здесь температура была минус 18, минус 12 по коридору. И здесь то же самое. Все обледеневает, все льдом покрывается, ходить вообще невозможно. Жители в прошлом году пригласили в дом целую комиссию. В итоге коммунальщики установили дополнительные отопительные приборы на первом этаже. Но это капля в море, ситуацию не спасла. В квартирах холодно, как на улице, говорит Ирина Балуева. Здесь живет ее сын, невестка и внуки. На зиму семья переезжает к бабушке. Здесь постоянно греется обогреватель, потому что дети, невыносимо детей держать. Дом по Аюнского 33 аварийный. Таковым комиссия признала его в 2015 году. Включила в республиканскую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жителям обещали расселение через 6 лет. По идее, уже в этом году люди планировали переехать на новые квадраты. Но дата переезда, как погода, постоянно меняется. Сначала в 2021 году, потом в 2025 году, а потом... Вот уже последнее, это уже вот нам дали такую бумажку, что якобы в 2023 году нас якобы должны снести. Так где же правда? От безысходности мирнинцы обратились в редакцию «Алмазного края». Журналистам власти ответили. В письме от городской администрации указано, переселение людей произойдет в 2023. Тогда же введут в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Стройка на носу, запланирована на конец этого года. В данное время выигран уже земельный участок под строительство фирмой King-95, которые, соответственно, разработали проект на строительство этого дома. И сейчас данный проект передан на прохождение главной государственной экспертизы. Девятиэтажку на 98 квартир построят вот на этом месте, в районе Храмового сквера по Ленинградскому проспекту. Сюда переселят жителей сразу 3 аварийных домов. А пока за моей спиной пустырь и рядом сваи. Ждут своего часа. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». 14 человек погибли при наводнении на юге Индии, рассказывает Никита Конев. Сильные дожди в южном индийском штате Тамилнад унесли жизни по меньшей мере 14 человек.
В административном центре региона Чинае затопило несколько районов, в результате чего нормальная жизнь города остановилась. Вода попала в жилые районы. По данным официальных лиц, было повреждено 237 домов, 1146 хижин и погибло 157 животных. Многие школы и колледжи закрылись, железнодорожные перевозки были остановлены. Коммунальным службам приходилось насосами откачивать воду, чтобы помочь жителям ряда общин. Ливни шли непрерывно последние дни. Метеорологический департамент Индии прогнозирует небольшие или умеренные дожди в большинстве пострадавших районов с периодическими затоплениями некоторых дорог и низменных регионов. Генконсульство России призвало россиян, находящихся в Тамилнаде, соблюдать осторожность и следовать рекомендациям местных властей. Южная Корея накануне продемонстрировала систему управления городскими воздушными транспортными средствами, которые, как она надеется, будут использоваться в качестве такси между крупными аэропортами и центром Сеула уже в 2025 году, сократив время в пути в 3 раза. Дмитриева Анастасия с подробностями. Южная Корея в четверг протестировала воздушные такси. В планах Сеула через 3 года начать перевозить пассажиров между крупными аэропортами и центром столицы. Двухместная модель изготовлена немецкой компанией Volocopter. Она оснащена винтами, как у вертолета, для вертикального взлета и посадки. Аппарат может управляться вручную или на автопилоте. По оценкам чиновников, такие услуги помогут сократить время в пути в 3 раза. Мы готовимся к масштабному демонстрационному проекту. Мы планируем провести тестовые испытания до 2024 года и запустить реальный маршрут в столичном регионе в 2025 году. Поездка из международного аэропорта Инчхон в центр Сеула, как ожидается, будет стоить $93. Южнокорейские конструкторы также показали собственную модель такси. Ожидается, что в следующем году пройдут испытательные полеты 5-местной версии машины. Казахстан пытается решить вопрос с майнерами. Индустрия требует все больше энергии, и власти уже вынуждены импортировать электричество. Подробности далее. Казахстан изо всех сил пытается удовлетворить энергетические потребности своей быстро развивающейся индустрии добычи криптовалют, которая процветает благодаря дешевому электричеству и китайским предпринимателям. Пекин в прошлом месяце запретил криптотранзакции и майнинг, и те отправились в соседнее государство. В последние месяцы эта центральноазиатская страна стала вторым по величине в мире местом добычи биткоинов после Соединенных Штатов. Сейчас правительство пытается решить, как облагать налогом и регулировать отрасль, находящуюся преимущественно в серой зоне. Из-за растущих потребностей майнеров казахским властям пришлось начать импортировать энергию. Представители легальных майнинговых ферм жалуются на сложности, связанные с перебоями с электричеством. С начала октября этого года мы столкнулись с ограничениями. Бывают периоды, что нас отключают вообще под ноль. Бывают такие дни, когда нам оставляют 20% на собственные нужды от общей мощности. Местные майнинговые фермы в основном работают от старых угольных электростанций, которые сами по себе, наряду с шахтами и целыми городами, построенными вокруг них, стали в последние годы головной болью для властей. Страна движется к отказу от СО2. Впрочем, и криптодобыча рассматривается многими экспертами как вредная для экологии. По оценкам властей, серые майнеры потребляют до 1,2 гигаватт энергии, а если к ним прибавить и белых, их потребности составят около 8% от общей генерирующей мощности Казахстана. Часть предприятий, существующих полулегально, готовы открыться властям, но опасаются увеличения налогов. Меган Маркл и принц Гарри посетили гала-вечер в Нью-Йорке, посвященному Дню ветеранов США и Дню памяти в Великобритании. Как прошло мероприятие, смотрите в следующем материале. Американский рокер Джон Бон Джови объединился с британским принцем Гарри в среду, чтобы почтить ветеранов, военнослужащих и их семьи на ежегодном гала-концерте «Салют свободе». Мероприятие посвящено Дню ветеранов США и Дню памяти в Великобритании. Гарри и его жена Меган прошли по красной дорожке в Музее моря, авиации и космонавтики в Нью-Йорке. Пара сложила с себя королевские обязанности в апреле 2020 года и живет в Калифорнии со своими 2 детьми. Принц вручил награды за отвагу и доблесть 5 военнослужащим, ветеранам и их близким.
Бон Джови отмечен за особые заслуги. Родители певца были морскими пехотинцами США, в то время как Гарри сам служил в британских вооруженных силах. В марте 2020 года Бон Джови, Гарри и военный хор выпустили сингл «Несломленный», чтобы повысить осведомленность людей о посттравматическом стрессовом расстройстве военных после участия в боевых действиях. Доходы от продажи песни пошли в фонд, который поддерживает игры непобежденных – спортивное мероприятие для раненых ветеранов, которое основал принц Гарри. Немцы открыли сезон карнавалов празднованием традиционного 11.11, несмотря на строгие меры безопасности COVID-19. Несмотря на рекордные показатели новых случаев заражения COVID-19 в Германии, сезон карнавалов начался 11 ноября в 11 часов 11 минут по местному времени, как того требует традиция в Кёльне. Власти разрешили провести праздник только для вакцинированных граждан, которым выдавали персонализированные билеты. В прошлом году карнавальные торжества были в основном отменены из-за пандемии. Главными персонажами кёльнского карнавала считаются принц, дева и крестьянин. Однако первый, роль которого исполняет Свен Олаф, дал положительный результат на ковид в среду вечером. По данным комитета фестиваля, мужчина полностью вакцинирован, чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов. В один голос весельчаки заявляли, что вопреки этому случаю чувствуют себя в безопасности. Они вышли на площади и улицы старого города в ярких костюмах и оживили их традиционными криками «Алаав», дружно пританцовывая под музыку, известную как шункель. Организация такая хорошая, это так здорово, мы чувствуем себя здесь в безопасности. Мне жаль принца, это уже второй год, который он пропускает. Я думаю, что это ужасно. Мои наилучшие пожелания принцу и крепкого здоровья ему. Фестиваль очень важен, и мы чувствуем себя здесь в безопасности. Нам здесь очень хорошо. Конечно, очень жаль, что принц болен, но веселье здесь льется рекой. Карнавал отмечается в Германии преимущественно на католическом западе и юге с большим количеством духовых оркестров, костюмированными парадами и алкогольными вечеринками. Сезон празднеств завершается в феврале, в розовый понедельник или масленицу, в последний день перед Великим постом. Вернемся к новостям нашего региона. В Алдане растет число приверженцев активного образа жизни и спортивных секций. После капитальной реконструкции в сентябре там открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик». Однако из-за технологических проблем и ограничительных мер не все секции работают. Алданская детвора ждет не дождется, когда заработает бассейн. В ситуации разбирались наши коллеги. У юных спортсменов тренировка начинается с традиционной разминки. В самую младшую группу секции самбо и дзюдо в спорткомплексе «Энергетик» входят дети 6-7 лет. В тренажерном зале форму поддерживают пловцы. Также позаниматься здесь могут все желающие при наличии сертификата о вакцинации. В данный момент у нас посещение спортивного комплекса составляет в сутки в среднем 160 человек. Спортивный комплекс потихонечку набирает обороты. То есть секция самбо-дзюдо растет, вольная борьба растет. Ну и сейчас, когда уже запустим секцию плавания спортивного, тогда уже выйдем, наверное, на наш нормальный уровень по посещаемости. Пока занятия у пловцов проходят на суше, в бассейн дети и подростки перейдут в ближайшее время. Сейчас здесь ведутся работы по наладке системы перелива. На этапе монтажа оборудования предвидеть проблемы не представлялось возможным. Коррективы, которые вносятся в настоящее время, обнаружились с заполнением бассейна водой. Пришлось на ходу менять решение. Немножко затянули в связи с тем, что вся клеевая составляющая, она очень такая серьезная, потому что она работает в агрессивной среде, и все позиции заказные. Тонкая ювелирная работа, да, сейчас нужно прям в нулевых допусках все сделать, поэтому мы вот постоянно прибор стоит на площадке, постоянно контролируем. Некорректная работа переливной системы связана с погрешностью по уровню бортов чаши. Недочеты, допущенные прежним подрядчиком, устраняются в экстренном порядке. Между тем, бассейн должен быть запущен 15 ноября. Данный срок обозначен главой республики Айсеном Николаевым. По словам представителя госзаказчика, к обозначенной дате пусконаладочные работы будут завершены. Мы планируем общестроительные работы закончить к понедельнику. Полностью все с оклейкой пленки и с выравниванием бортов. И, соответственно, с наполнением бассейна, это ориентировочно числа 17-18, он уже в полной мере функционирует.
После выравнивания уровня бортов края чаши будут покрыты специальной нескользящей пленкой. На выполнение задачи, сопряженной с тонкой химией и высокой степенью мастерства, потребуется пара дней. С запуском бассейна количество детей и подростков, посещающих секции спорткомплекса, существенно увеличится. Как говорит служба государственного заказчика, 17-18 числа мы запустимся в полной мере и уже будем готовы объявить набор в секцию плавания. Секции спорткомплекса «Энергетик» дети начинают посещать с 6 лет. С этого же возраста можно будет записаться и в секцию спортивного плавания. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Накануне в кинотеатрах начался показ якутского фильма «Холодное золото». Кинокартина основана на реальных событиях и рассказывает о борьбе с бандой Павлова, которая в годы Великой Отечественной войны грабила якутские села. По словам создателей, картина снята в совершенно новом жанре для якутского кино – истерн. Это жанр приключенческих фильмов, названный по аналогии с вестерном. В работе принимали участие и приглашенные актеры. Так, одну из ролей исполнил известный российский актер театра и кино Яков Шамшин. Это жуткая история, и мне кажется, о ней нужно знать, важно знать. И вообще тема Великой Отечественной войны, мне кажется, она бесконечная. Ее можно еще искать, искать и искать. Мне было интересно познакомиться вот именно больше все-таки с народом, с людьми, с якутами, с якутскими традициями, опять же. И очень понравилось то, как ребята отдаются работе. Мир не без добрых людей. Недавно это выражение своим примером подтвердил популярный блогер Олесь Петрович. Он спас отбившуюся от стада косулю, но на чудесном спасении история эта не закончилась. О том, что сейчас со спасенной косулей и что ждет животное, смотрите в сюжете Александра Хавренко. На прошлой неделе сотни подписчиков блогера Олеся Петровича наблюдали за спасением косули. Совсем юное животное отбилось от стада и оказалось на льдине в районе Нижнего Бестяха. Замерзшее и обессиленное существо было обречено на гибель, если бы, на его счастье, мимо не проезжал на судне на воздушной подушке Олесь. Увидев животное в беде, Олесь уговорил капитана на спасательную операцию. Видите, есть люди сердобольные все-таки. Осторожно. Ближе, давай. В эту сторону. Хорош! Все. Все, ништяк. Салон, давай. После удачного спасения косуля вместе со спасателями отправилась в Чурапчу, откуда, по планам Олеся, она должна была отправиться в зоопарк. Но все оказалось не так просто. В зоопарке там очень все сложно. Какие-то передержки, проверки прокурорские. Короче говоря, это очень все сложно. Там какие-то документы надо. Если бы мы его бросили или выпустили, он в первые 2 дня он, кашлял, то есть он простудился все-таки. И кашлял глубоко там, была мокрота, сопли были. И в первые 2 дня выдержал это все, переборол нормально. И выпустить в этот момент его мокрого, это было бы, просто смерти подобно. Недолго думая, Олесь решил на время приютить косулю у себя в Нюрбе. Для Ильи, так назвали животное, купили ошейник и соорудили поводок. Олесь понимает, что содержание дикого животного в доме – это незаконное действие, но отпустить в дикую природу значит подписать косуле смертный приговор. У меня есть вольер, все есть. Вот так, как здесь, допустим, в Бош-центре, будет передержка. До какого-то периода, когда его или заберут, или, допустим, в ортодойду проблемы эти все закончатся у них с вот этими всеми делами. У них там сейчас идет сертификация и так далее и тому подобное. То есть он у меня попадет на передержку. Сейчас выпускать это будет жертва либо охотникам. Вы все видели видео вот недавно, как там косулю УАЗиком давили. Да. Это либо первая жертва, потому что он наоборот на машину пойдет, а не будет убегать от нее.
либо это будет жертва там волку, потому что он без стада. В быту Ильюха оказался неприхотлив. Спит в вольере на старом матрасе, гулять теперь ходит на поводке. Тальник, березовые ветки, сено, ну а на такое сладкое это яблоки и морковка. Яблок сильно много нельзя, потому что все перебродит там у него, ну как бы это будет нехорошо. А вот морковка, как бы одно яблоко там, так это вот с удовольствием. Прям вырывает из рук. Теперь косуля Илья стал постоянным участником стримов и роликов Олеся в Инстаграме и Ютубе. И за последнюю неделю, что животное живет с ним, количество подписчиков в социальных сетях у Олеся увеличилось более чем на 5000. Мы тоже будем следить за приключениями Олеся и с дальнейшей судьбой косули Ильи. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Накануне мир отметил 200-летие со дня рождения Федора Достоевского. О современном отношении к классику и его вкладе в отечественную культуру изучила Надежда Саханская. Вы не Достоевский. Ну, почем знать, почем знать. Достоевский умер. Как? Протестую, Достоевский бессмертен. Гений, без которого немыслима отечественная культура. Основоположник жанра психологической прозы. Его творчество принадлежит вершине духовной культуры человечества. Федор Михайлович Достоевский, он очень уникальный писатель, потому что в своих произведениях он отражал те процессы, которые происходили с людьми того периода, середины 19-го, конца 19 века. Как раз-таки является таким переломным периодом, когда появляются первые кружки революционные, какие-то объединения, членом которых был и сам Достоевский, который даже отбывал ссылку, ему приговорили даже смертную казнь за участие в революционном кружке. Смертной казни удалось избежать. Переживания того периода он опишет в романе «Идиот». Достоевский будет отбывать каторгу в Омске и спустя 4 года отправится служить рядовым в Семипалатинскую крепость. Здесь он познакомится со своей будущей женой Марией Дмитриевной Исаевой. И уже после женитьбы творческий потенциал Достоевского раскроется во всей своей полноте. Однако популярны ли сейчас произведения русского классика? Об этом мы расспросили жителей и гостей Якутска. Какие произведения Достоевского вам известны и какие вы читали? «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазов». Ну, «Преступление и наказание», школьная программа, как бы, «Подросток». «Идиот», что ли, помню. Был такой? Был такой. Честно, не читал я. Я его знаю так, это писатель, ну, не читал, честно слово. Ну, про Раскольникова, по крайней мере, вам известно. Известно, я читала в школе. «Преступление и наказание». «Преступление и наказание», да. «Преступление и наказание». Романы Достоевского читают во всем мире. По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня один из самых читаемых писателей, по произведениям которого весь мир судит о России и о таинственной русской душе. Более того, произведения этого прозаика продолжают экранизироваться во многих странах. И, конечно, стоит помнить, что классиков нужно не только почитать, но и почитывать. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Далее о датах и событиях этого дня в нашей рубрике. 12 ноября, пятница. Сегодня День работников Сбербанка России. День специалиста по безопасности. Всемирный день борьбы с пневмонией. По народному календарю сегодня Зиновий и Зиновия и Синичкин день. На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Кроме того, этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. Дети под руководством взрослых начинали мастерить и развешивать кормушки. В 1335 году в этот день в Вышеграде состоялась встреча правителей Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало первому в Центральной Европе военно-политическому союзу. В 1717 году, 12 ноября, Бестлер Орфериус продемонстрировал изобретенный им вечный двигатель. В 1803 году Николай Карамзин официально назначен российским историографом. В этот день, в 1982 году, генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий Андропов. В этот день родились в 1727 году Иван Шувалов, русский государственный деятель,
фаворит императрицы Елизаветы Петровны – меценат. В 1833 году Александр Бородин – русский композитор и ученый-химик. В 1840 году Агюст Роден – французский скульптор. В 1929 году Грейс Келли – американская актриса, княгиня Монако. В 1935 году родилась Людмила Гурченко – советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка Советского Союза. Именины сегодня отмечают Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий и Юлиан. И в конце выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. Сегодня везде снежно. В Алдане минус 6 градусов днем, а ночью минус 11. Ветер до 8 метров в секунду. В Нерюнгри минус 5 градусов. К вечеру столбики термометра опустятся до минус 12. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. В Ленске минус 5, ночью минус 15. Ветер до 10 метров в секунду. В Алмазной столице минус 8 градусов. Ночью похолодает до минус 21. Ветер от 4 до 9 метров в секунду. И в столице республики минус 18 градусов днем, ночью минус 24. Ветер до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь. До встречи в эфире.